В эфире телеканала «Якутия-24 новости». С вами Василий Раченко. Смотрите в программе. Партия некачественной сайры, вызвавшей массовое отравление в Усть-Алданском районе, изъяли с прилавков магазинов. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет республики. Новые тарифы за коммуналку. Как изменения отразятся на кошельках якутян? Соблюдение ПДД – залог сохранения жизни и здоровья людей. В Мирном проведут акцию безопасного вождения. Партии рыбных консервов, из-за которых произошло массовое отравление в Усть-Алданском районе, установили и сняли с продажи. Роспотребнадзор ограничил реализацию 108 банок продукции. Кроме того, специалисты управления отобрали 17 образцов на лабораторные исследования и направили их в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии республики. К расследованию подключились прокуратура и Следственный комитет Якутии. По предварительным данным, в ходе санэпидрасследования установлено, что данные рыбные консервы приобретались в поселке Нижний Бестях в разных оптово-розничных магазинах. По накладным документам установлено, что поставщиком являлась компания Амурская, Благовещенск, Амурторг, и поступила в продажу 50 где-то ящиков данных рыбных консервов от 16 мая производства. И на сегодняшний день мы пока на вчерашний день изъяли из оборота более 100 банок этой продукции. Якутский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Алексею Конторских. Напомню, что ранее, управляя транспортным средством, он сбил 5 прохожих. Отсидев 2,5 года, Конторских подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд отказал в его удовлетворении, несмотря на положительные характеристики заключенного. От комментариев сам Конторский и его адвокат отказались. Суд постановил ходатайство осужденного Конторских Алексея Андреевича об условно-досрочном освобождении оставить без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня провозглашения. Верховный суд Республики Саха-Якутия осужденный в тот же срок со дня получения копии постановления на руки. Председательствующий судья Коврика. Все, судебное заседание закрыто. Учитывая решение суда, Алексею Конторских предстоит отбывать наказание еще больше года. Пришла пора платить за коммунальные услуги по новым тарифам. В этом месяце якутяне впервые оплачивают коммуналку по новым тарифам, которые установили с 1 июля этого года. Повышение составило примерно 6%. По словам председателя Госкомитета Республики по ценовой политике Антонины Винокуровой, Якутск вошел в топ-10 городов, где оплата за ЖКУ меньше 7% средней зарплаты. Как утверждают в Госкомцен, коммунальные тарифы для населения в Якутии одни из самых низких на Дальнем Востоке. Расчет ведется за прошедший месяц. Вот в июле увидели все платежный документ, счет, квитанцию, за июнь. Там четко старые тарифы прописаны. За июль, вот сейчас в августе распечатывает управляющая компания, должна предоставить человеку счет, квитанцию. Там у нас уже новые тарифы. Но вопрос волнует людей таким образом. Вот за июнь мне не посчитала ли машина по новым тарифам? Нет. Например, если уехали в отпуск, предположим, в июне, и приехали в августе. Попал июнь, попал июль. Машина четко посчитает по количеству дней с последних ваших показаний то, что было по старому тарифу, и остальное пересчитает по новому тарифу. Никаких проблем с этим нет. Привлечение инноваций и инвестиций в интересах республики. Такую задачу поставил руководитель региона Айсен Николаев перед постоянным представителем республики при президенте России Андреем Федотовым. Также постпредство должно стать продолжением правительства Якутии в Москве для обеспечения плотного взаимодействия с органами власти страны. 2 месяца Андрей Федотов решал важнейшие вопросы для республики, а именно ликвидация последствий паводка и борьба с лесными пожарами. Заключили более 40 договоров между республикой и другими регионами страны, и сейчас постпредство занято их возобновлением. В первую очередь с Нижним Новгородом, Калугой, Татарстаном, Башкортостаном, Краснодаром и другими.
все, что полезно, все, что нужно и возможно к применению у нас в нашей экономике, в нашей социальной жизни в республике, оно должно быть организовано так, чтобы оно здесь было реализовано. Вот это главная задача, экономика. Это прежде всего, она сформулирована перед нами, и мы будем этим заниматься. Мы уже начали определенную переформатизацию у нас впоследствии. Она не революционного характера, но тем не менее она учитывает полностью те задачи, которые сегодня руководитель перед нами поставил. Сегодня в Ленском и Мирнинском районах предстоит временное ограничение электроснабжения. В Ленске света не будет с 9 часов утра и до 17:30 вечера, в поселке Витим с 10 до 17 часов, а в селах Северная Нюя, Чамча и Ортунахара с 11 до 18 часов. В Мирном часть города пробудет без света с 10 утра и до обеда. В других же районах города отключение электричества предусмотрено с 14 до 18 часов. Также в Мирном завтра проведут городскую акцию по безопасности дорожного движения «Водитель, не садись пьяным за руль». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Акцию проведут в целях совершенствования навыков по безопасному поведению на городских дорогах и во дворах спальных районов. Ведь соблюдение правил дорожного движения – это залог сохранения жизни и здоровья людей. Сотовые компании под давлением Федеральной антимонопольной службы согласились отказаться от роуминга внутри сети. ФАС обвинил компанию в нарушениях закона о защите конкуренции, установив и поддержав разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. После анализа ценовых предложений и условий услуг ведомство пришло к выводу, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Так, Билайн планирует сделать все входящие звонки за пределами домашнего региона для абонентов бесплатными с 20 августа. Мегафон проведет изменения в 2 этапа: для части абонентов с 1 сентября, для всех остальных с середины сентября. А МТС заявил, что оператор в ближайшее время также отменит плату, но конкретную дату не уточнили. С 6 августа по 7 сентября на Комсомольской площади проходит ежегодная школьная ярмарка товаров. Некоторые торговые объекты открыли свои двери для горожан и гостей столицы, остальные же начнут свою работу в течение нескольких дней. Преимуществом школьного базара является огромный ассортимент учебных товаров. Канцелярские принадлежности, такие как ручки, дневники и тетради, здесь можно приобрести по сезонным скидкам. Ярмарка работает каждый день с 9 утра до 19 часов вечера без перерывов и выходных, а торжественное открытие выставки состоится 10 августа. Каждый год ежегодно проходит, наверное, все улусы приезжают, близлежащие и все городские, близлежащие вот улусника. В основном кангалацы, намсы, в основном здесь отовариваются. Каждый год, вот видите, очень качественные товары выставляют наши индивидуальные предприниматели. Это Москва, 7 одежек, так, спортивные костюмы там тоже, вот все, что нужно для школьников. Сегодня во всем мире отмечают Международный день альпинизма. Праздник объединяет всех настоящих мужчин и твердых духом женщин. Якутию он также не обошел стороной. Большинство наших экстремалов объединились в Федерацию альпинизма и скалолазания республики. Пообщалась с ними наш корреспондент Кристина Якупова. Любовь Анны Высоцкой к высоте появилась в студенческие годы 10 лет назад. Первые вершины покорила спустя 3 года тренировок. В копилке у Анны Кадарские, Киргизские и Горно-Алтайские горы. Имеет спортивный разряд по скалолазанию и альпинизму. В первую очередь это отдых, это эмоциональный отдых. Физическая нагрузка там очень большая, большие заброски, груз, все ты несешь на себе, весь бивак, все снаряжение. А так это ради вот этого ощущения, когда ты поднимаешься, высоты. Ну, это просто кайф, адреналин. Душа альпиниста требует высоты и красоты, значит, пора в горы. Покорять вершины можно и на тренировках на скалодромах. И этих занятий спортсменам достаточно, чтобы подготовиться к любым стартам. На спортсмена надевается специальное спортивное снаряжение. Оно цепляется на карабин, к которому крепится веревка. Как правило, веревка выдерживает до 5 тонн груза. Главное, чтобы желание у человека было и голова на плечах, в первую очередь. Когда в горы ходишь, не обязательно
трудно, то, что они трудные. Бывает то, что и очень легкий маршрут может показаться таким трудным, а запоминающиеся они все. Человек, который хотя бы раз был в горах, оставил свое сердце там навеки. И где бы он ни был, лучше, чем в горах, ему не будет нигде. Именно там его дом, дом, в котором он счастлив. Поэтому альпинисты постоянно возвращаются в этот дом, где осталась их душа. А там новая высота, новый горизонт. Кристина Якупова, Илья Сыромятников, Якутск. Борьба с недосыпом по-лондонски. В центре британской столицы открылись отели, где можно снять мини-номер для сна с почасовой оплатой. Сюжет коллег из Reuters. Тихий час для взрослых. Мечту большинства трудящихся реализовали ательеры Лондона. В одном из самых энергичных городов планеты они открыли гостиницу Pop and Rest в районе Шордич. Мини-номера выдержаны в спокойных тонах и благоухают лавандой. В комнате есть одноразовые комплекты беруши и маска для сна. По словам авторов проекта, это место подходит не только тем, кто хочет вздремнуть в течение рабочего дня, но также путешественникам, тусовщикам после тяжелой ночи и молодым родителям. Аренда номера стоит $23 в час. Это примерно 1500 рублей. Одна из постоянных клиенток отеля Виктория Хикман считает, что этих денег не жалко, когда речь идет о здоровье. Я бы предпочла потратить деньги, чтобы прийти сюда и перезарядиться, получив взамен действительно хороший сон, а не идти в кафе и зависеть от кофеина или покупать еду, чтобы не дать себе уснуть. Менеджмент отеля Pop and Rest планирует расширить сеть в британской столице и обустроить капсулы на вокзалах, в бизнес-центрах и университетах. Соучредитель отеля колумбиец Маурисио Виламисар считает, что плата за сон – это норма современной жизни. Вообще-то наши основные клиенты – это не те, у кого высокая зарплата. Нет, это люди со средним доходом или фрилансеры, и им нужен отдых. Можно пойти вздремнуть на скамейке или в парке, когда хорошая погода, но там будет шумно, и вы не почувствуете себя защищенными в безопасности. Вот поэтому мы обустроили это пространство спокойствия. Мы предлагаем новый опыт, а не просто поспать. Правительственное агентство общественного здравоохранения Англии рекомендует гражданам спать по 7-9 часов за ночь. Медики предупреждают, недостаток сна может привести к гипертонии, болезням сердца и другим физическим и психическим расстройствам. При этом треть британцев страдает хроническим недосыпом. На этом у меня пока все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.